Студия Романа Пестерева представляет. Здравствуйте, с вами телеверсия первого онлайн-журнала «Умный город» и я, его ведущая Елена Аргунова. 1 июня в городе Якутске прошли праздничные мероприятия, посвященные ко Дню защиты детей. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Международный день защиты детей отмечается в России, как и во всем мире, 1 июня. В первый день лета, каникул, поры отпусков традиционно проходят праздничные мероприятия, фестивали, конкурсы и концерты. В кинотеатре «Синема-центр» при содействии Общественного совета управы Центрального округа в этот день прошел благотворительный сеанс. Дети смогли увидеть недавно вышедший в прокат мультфильм «Букашки». Все маленькое поколение замерло в ожидании шедевра в формате 3D. Этот довольно-таки захватывающий мультфильм рассказал про активных и в то же время любознательных жителях этой земли – букашках. Авторам фильма удалось создать поучительный фильм, после которого у детишек уже вряд ли поднимется рука или скорее нога на муравья или божью коровку. «Букашки» – это тот самый идеальный мультфильм для любого возраста и всей семьи. Впечатление классное было, много приключений было. Да. Ну, мы поблагодарим управу центральной и организаторам. Ой, фильм хорошо, так красочно, такая природа хорошая. Спасибо, конечно, за организацию, за все. Ко Дню защиты детей на Комсомольской площади при инициативе администрации президента и правительства республики, а также Общественного совета Центрального округа состоялись праздничные мероприятия, которые стали уже ежегодными. Акция «Солнечное детство» проходит уже во второй раз. В этот день дети из малообеспеченных семей смогли принять участие в различных конкурсах и аттракционах, таких как картинг, сегвей, машинки, абсолютно бесплатно, благодаря предпринимателям, которые оказали помощь в проведении мероприятия. Для детей старшего возраста на площадке скейт-парка прошел первый контест экстремальных видов спорта по направлениям BMX, роллерблейдинг, слалом и скейтборд. Присутствовавший на открытии соревнований глава Якутска Айсен Николаев пожелал спортсменам успехов и выразил надежду, что в Якутске вырастут будущие чемпионы России, Европы и мира. Благодаря окружной администрации нам построили скейт-парк. Это очень грандиозное событие, очень именное. С самого детства мечтали. Я еще с 98-го года, когда встал на ролики, просто жил этой мечтой. И наконец-то наша мечта сбылась. И мы на этом не останавливаемся. Это очень важный момент для создания именно альтернативного досуга. Потому что у нас город маленький и не всегда можно найти себе занятия. А именно такие мероприятия, именно по субкультурному направлению, они помогают выплеснуть потенциал, чтобы ребята занимались здоровым образом жизни. Вход в скейт-парк абсолютно свободный. Кроме того, все желающие могут записаться в школу экстремальных видов спорта. В данный момент сейчас идет формирование инструкторов. Будут мастер-классы по всем почти экстремальным направлениям. Якутский скейт-парк не уступает лучшим паркам центральных городов России. Все это позволяет любителям экстремального спорта не только оттачивать мастерство, но и устраивать массовые спортивные соревнования. Чистая 360. Big Air 360. На самом деле, когда я начал кататься, у нас было совершенно мало людей. И количество людей начало набираться с тем временем, когда построили скейт-парк. Нас стало очень много, каждый год приходит по несколько человек. В этом году появилось 6 новичков. Ребята приходят, мы на самом деле очень рады. Легко на флете кататься. Флет — это когда низкие фигуры. А на больших фигурах это уже стрит. И на стрите сложнее, конечно. И все пытаются научиться на стрите, но не всем это дается легко. Трак-драйвер в дроп. Грайндбокса. Молодец. Дальше. Монетти бар в радиус. Сложности, наверное, травмы, скорее всего, и страх. Просто захотел сначала, потом понравилось. Постоянно разбитые локти, постоянно разбитые колени, голени. Это того стоит? На самом деле, да, это очень интересно. Я занимаюсь слаломом, а что это такое, я вам сейчас продемонстрирую. Приходите, не вступайте в некоторые роли. Будем рады каждому и всех научим. Приходите к нам, занимайтесь экстремальным видом спорта, не пейте, не курите, это здорово, это классно. Есть скейт-парк, есть
много возможностей кататься. Погода хорошая будет в этом году. Приходите, мы всех ждем, всех научим. Самое главное – это общение между друзьями, именно спортивное общение, оно надолго. Это не то общение, когда пришел в клуб, там, привет, пока, там. Здесь у нас дружба идет на века. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» при поддержке кинокомпании «Алмаз Фильм», генеральный партнер фирма «Керге» объявляют о старте первого республиканского конкурса короткометражных фильмов. Работы принимаются до 1 июля 2014 года. Об условиях участия вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Победители конкурса смогут принять участие во втором Якутском международном кинофестивале и выиграть главный приз – профессиональный фотоаппарат. На этом мы с вами прощаемся. Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на www.igorod.pro.